В эфире «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Возможности и перспективы для людей в условиях новой реальности обсудили в Якутске на форуме «Новаторство». Форум «Новаторство» – это площадка, на которой обсуждают прогрессивные идеи, технологические тренды, вопросы будущего и трансформации общества на основе инновационного развития, а также другие актуальные темы. В Якутске он проходит уже в 7-й раз. Какие новые идеи озвучили якутяне и участники форума, и какие из них притворяют в жизнь. Об этом нам расскажет Иван Степанов, директор автономной некоммерческой организации по поддержке стратегических инициатив «Индустрия будущего». Иван, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Ну и первый вопрос. Расскажите об истории форума, как возникла идея и кто инициатор. Форум начался в 2015 году. И, конечно, были определенные предпосылки, это не внезапно, там как-то вот давайте проведем. Мы уже имели определенное видение, мы это сообщество новаторов, мы тогда создавали свое движение и объединяли те умы и таланты, которые, скажем так, соответствуют веяниям времени. И мы тогда уже чувствовали, что мир меняется, и много было действительно таких трендовых таких понятий, вот, событий, явлений, и мы подумали, что а почему бы нам такую площадку не создать, где мы смогли бы и сами просветиться у ведущих экспертов, да, российского, мирового уровня, ну и также поделиться с жителями нашей республики, с теми, с той информацией, которая вот есть в мире, но об этом мало говорят, скажем так. Поэтому в 2015 году мы провели первый форум, каждый форум имеет свою тему. В этом году это тема «Время изменений». И каждый раз мы думаем, о чем же поговорим, да, что мы будем раскрывать, что сейчас актуально. Действительно, сейчас в связи не только с пандемией, но и в связи с тем, что внедряются разные технологии, технологические какие-то вот у нас процессы все больше происходят, там, ну, там та же цифровизация и так далее, нам нужно к этому быть готовыми. И мы здесь затрагиваем такое понятие профессиональное, да, в профессиональных кругах говорят, но хотелось бы, чтобы и каждый второй в нашем обществе об этом говорил и знал, это новый технологический уклад вот вокруг этого. Какие задачи призван решить форум, ну и сколько идей за эти 7 лет было реализовано? Задач много. Первое, я уже сказал, это просвещение людей. Второе, это выявление таких прогрессивных идей и проектов, их внедрение, потом привлечение к этим проектам партнеров из числа тех экспертов, которых мы приглашаем, они на безвозмездной основе участвуют, и это видные люди, это люди, которые появляются на крупных таких международных, российских площадках, да, и нам удается их тоже пригласить, и они, как бы, понимая, чем мы занимаемся, понимая нашу инициативу, они подключаются. И вот мы привлекаем действительно те передовые умы нашей современности. И в этом тоже большая задача. Мы работаем от имени общества, для общества, мы рассматриваем экономику, мы рассматриваем механизмы взаимодействия с органами госвласти, муниципальной власти. Поэтому задач здесь много. А какие проекты реализованы? Вообще нужно сказать, что мы собрались-то вокруг одной такой достаточно сильной идеи в то время. Мы подумали, что нужно такой вот город-спутник, что ли, создать. Конечно, мы фанатели такими понятиями, как город будущего тогда, да, мы еще помоложе были, там прошло 7 лет уже, да, вот, и многие из нас, из нашего сообщества учились в центральных вузах, и мы повидали мир, Россию, в Москве пожили, мы думаем, наша республика тоже должна быть современной, прогрессивной. И вот самая большая идея, большой проект — это город-спутник, но мы постепенно его как-то вот эволюционировали, и сейчас называется микрополис. И вокруг этого микрополиса 7-й форум-то и прошел. Да, и участники предлагали свои идеи, предложения. Одно дело самим наваять, написать концепцию, сказать, как все это будет, другое дело услышать тех, кто будет там жить. И это очень важно. Почему? Потому что мы видим опыт других регионов там. Ну, все слышали про Сколково, там, Иннополис, даже еще и в Корее город Сонгдо есть, и многие другие. Еще в Калининграде есть, и во Владимирской области, там Доброград строится. И очень важно здесь на начальном этапе привлечь тех людей, которые там будут жить, и кому это действительно интересно. А если просто инфраструктуру создать, все понастроить, не получится, скажем так,
так, чтобы там уже были резиденты, то есть жители, либо те компании, которые будут там находиться. Поэтому здесь большая задача по крупному нашему проекту там, собрать еще подпроекты. Э, Хочется как-то визуализировать, я не знаю, может быть, подключить фантазию. Расскажите подробнее, как вы думаете, что будет находиться в этом городе-спутнике? Да, город-спутник, ну, это понятие, оно как бы давно существует, и в принципе это мини-городок, обычно рядом с большими городами строят, там, допустим, Санкт-Петербург. Но в нашем случае микрополис – это нововведение. С точки зрения, ну, вообще создания, ну, не создания, а организации жизни в населенном пункте. Мы позиционируем микрополис как абсолютно нового типа и формата населенный пункт. Мы знаем, есть города, есть села, деревни, поселки городского типа, а в нашем случае это даже и не город, и не село. Это то, что нужно 21 веку, то, что нужно людям для их самореализации, для того, чтобы они занимались тем делом, в котором они сильны, есть способности и таланты. Поэтому с точки зрения жизни важно поменять подходы к использованию земельных, даже участков, грубо говоря. Если мы говорим про частный сектор, то привыкли 10-20 соток земли использовать, и там все свое хозяйство. А в новом укладе такого не должно быть, мы считаем. Мы экспериментируем, конечно, есть люди, которые понимают, а которые говорят, да нет, невозможно, надо так, как было, уже проверено. Но мы тоже хотим проверить новые подходы. Сейчас время больших изменений, действительно, поэтому жизнь будет там с точки зрения применения таких подходов, стандартов, в том числе и в образовании, и строительстве, там все будет по-новому. И те, кто с нами взаимодействует, так или иначе, мы же много с селами тоже работаем, выезжаем и транслируем через телевидение, интернет. Надеюсь, что больше людей поймет и постепенно для себя вот эту визуализацию, картинку такого микрополиса сделает. Она у нас так или иначе есть. Да. Ну, если появятся, например, другие идеи, не связанные с микрополисом, вы их готовы выслушать? И вообще, кто может принять участие в вашем форуме? Ну, форум, он, еще раз, да, ежегодный, и мы, конечно, ждем людей, которые хотят менять жизнь к лучшему. Сейчас, уже с 2015 года происходит так, что все больше технологий внедряется в нашу жизнь, какие-то неожиданные явления, да, происходят, события. Есть тоже два понятия: спод-мир, английская аббревиатура, и вука-мир. Вот спод-мир, он простой, понятный, определенный такой, а вука-мир, вообще обычно говорят, он неопределенный, сложный. И есть другое понятие, когда вука – это мир понятный, с видением. Мы привыкли к этим, уже умеем адаптироваться к изменениям, и мы управляем эти изменения. Вот мы к этому должны прийти. И, конечно, переход, он непростой, то есть по щелчку не получится. И мы смотрим, изучаем мировой опыт. Вот, например, в Японии есть такое понятие, как общество 5.0. Да? Это общество, которое адаптировалось и адаптируется к четвертой промышленной революции, к новому технологическому укладу. И мы так или иначе в этом веке мы адаптируемся. Может быть, это не произойдет через 5 лет, а произойдет к 50-му году. Да? Мы же знаем историю, если все вспомнить, как мы жили, опять же, 100 лет тому назад, 50 лет тому назад, совсем другой уклад жизни был. Поэтому участвуют те, кто хотят менять жизнь к лучшему. Это и учителя, это и пусть фермеры, это бизнесмены, которые испытывают большие сложности в связи с пандемией. Вот мы в этой логике-то и работаем, да, то есть как мы можем адаптировать нашу жизнь, наши дела, бизнес и даже и сельчане. Вот мы очень хотим, чтобы тоже были жители сел. На них нужно очень много внимания уделять. Если говорить в целом, большое ли у вас сообщество сейчас, кто там эксперты, кто выступает спикерами? Ага. Насчет сообщества новаторов, это, не прямо вот так, вот человек вступил в это сообщество. Просто мы понимаем, что вот люди есть, которые новаторски мыслят. Это не обязательно профессиональный инноватор, который занимается разработкой каких-то инновационных решений. То есть, в принципе, любой человек может принять участие в форуме? форуме? Любой человек из культуры, социальной сферы, предприниматель, даже, может быть, дедушка, который на селе живет. Мы взаимодействуем со всеми, и сообщество, оно представляет собой
объединение людей, которые настроены и желают привносить через свою профессиональную жизнь, творческую жизнь, такую деятельность, изменения, улучшения в нашу жизнь. Вот. И эксперты — это, ну, в первую очередь, люди, которые уже себя проявили. Не обязательно это московские, да, спикеры или эксперты, а это вот в этом году из Волгограда вот, да, участник, спикер. В предыдущие годы из Екатеринбурга, из других городов, не говоря, как я уже сказал, из Японии и Голландии. Мы, конечно, гордимся ими, мы всегда рады с ними побеседовать, познакомиться, либо мы стараемся приглашать тех, с кем уже взаимодействуем, для того, чтобы познакомить их с тем, чем мы занимаемся, познакомить с сообществом и теми людьми, которые хотели бы с ними запартнериться. Поэтому эксперты — это одна из важных частей нашего форума, и площадка, она как бы привлекает осознанно работающих людей, как и профессионалов, так и непрофессионалов. Ну и последний вопрос, у нас остается буквально 1 минута. Каким вы видите будущее форума новаторов? 10-й форум, он однозначно должен быть на очень таком качественном организационном уровне, и очень много должно быть медийных каких-то вещей и оформления. И, как вы знаете, сейчас метавселенные создаются, они и в Якутии наши вот товарищи уже создали, и постепенно мы перейдем туда, не надо будет через Zoom заходить, слушать, это как бы сложно сейчас, мы понимаем, но других вариантов-то и нет. И форум, он пройдет на большом таком серьезном уровне, куда мы пригласим всех спикеров, которые за 10 лет были выступающими на этом форуме. Действительно интересная идея встретиться и пообщаться в рамках метавселенной. Иван, спасибо, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам успешной реализации ваших новаторских проектов. Спасибо. О форуме новаторства нам рассказал Иван Степанов, директор автономной некоммерческой организации по поддержке стратегических инициатив «Индустрия будущего». Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.